В пятиэтажном здании Санкт-Петербургского университета обрушились перекрытия с 5 по 2 этажи. Пострадавших и погибших нет. В МЧС России назвали предварительную причину обрушения. Список расширился. Какая категория граждан теперь будет платить взносы на обязательное медицинское страхование? В детских садах Хайхала прошли дни открытых дверей. Родители поиграли вместе с детьми, поучаствовали в мастер-классах. Остались ли они довольны? В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. В пятиэтажном здании Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики обрушились перекрытия с 5 по 2 этажи на площади 150 квадратных метров. Предварительной причиной обрушения в МЧС назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Пострадавших и погибших в результате обрушения перекрытий нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Ректор университета сообщил, что людей под завалами в университете нет. На момент происшествия в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 86 человек. Это студенты 1 и 2 курсов, 60 из них с 5 этажа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Другим темам за несовершенность и неточность при заполнении Федерального реестра инвалидов чиновники ответят рублем. Закон о штрафах за ошибки при заполнении реестра вступает в силу с сегодняшнего дня. Неправильное заполнение документа может привести к тому, что граждане не смогут получить положенные им государственные услуги в сфере охраны здоровья, социального обеспечения, образования и ЖКХ. За одну ошибку, например, размещение информации не в полном объеме или ложных сведений, чиновникам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. За повторную халатность придется заплатить 30 тысяч рублей. Сегодня в силу вступает еще одно изменение. Медиаторы, оценщики, патентные поверенные и другие граждане, которые занимаются частной практикой, а также самозанятые россияне, няни, репетиторы и домработницы должны самостоятельно делать взносы на обязательное медицинское страхование. Для последней категории до 2020 года действуют налоговые каникулы, что освобождает их от оплаты взносов. Напомним, сегодня самостоятельно взносы на ОМС платят индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и адвокаты, арбитражные управляющие, а также самозанятые, которые участвуют в эксперименте «Налог на профессиональный доход». 4 года строили многофункциональный центр в селе Дорожников «Теплый ключ». Объект с нетерпением ждали жители всего Наслега и, наконец-то, здание возвели. Но предстоит сделать еще немало, чтобы центр начал функционировать в полную силу. Нина Ханарова продолжит тему. Изначально планировалось возводить МФЦ стоимостью более 75 миллионов рублей, но по программе добрых дел предусматривается стоимость не более 39,5 миллионов. Поэтому вынуждены были строить более дешевое здание каркасного типа. Строительство было начато в 2013 году и продолжалось 4 года. Весь проект рассчитан на административное здание и на спортивный зал. Вот на сегодня административное здание каркасного типа построено. Я считаю, что здание светлое, просторное. Те недоделки, которые впоследствии мы выявили, конечно, при приемке зданий, мы обязательно устраним. Есть сроки устранения так принятых работ. За время строительства сменилось 4 подрядчика. Зима выявила все недоделки строителей, но коллектив, несмотря ни на что, трудится на благо населения Наслега и надеется на скорейшую официальную сдачу клуба в эксплуатацию и развивает клубные формы работы. Вот, у нас есть кружок театра эстрадных миниатюр, есть у нас кружок прикладного искусства «Волшебный клубок». Помимо этого у нас еще есть танцевальный кружок ансамбль «Звездочки», дети занимаются. Кроме того, в здании имеется тренажерный бильярдный зал и любительский теннис, а летом этого года по местным инициативам будет благоустраиваться прилегающая территория. Нина Ханарова, Мария Винокурова, «Теплый ключ», Тамбовский район. В Якутии отметили 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В этой войне приняли участие 874 якутянина. К знаменательной дате в столице торжественно открыли памятник солдат с автоматом. Собравшиеся совершили молебен в память о погибших участниках боевых конфликтов. В историческом парке «Россия. Моя история» студенты Арктического института культуры и искусств показали трогательную инсценировку «Дом, в котором ждут». Ребята читали письма солдат, пели военные песни, рассказывали стихи. В рамках мероприятия состоялось открытие выставки музея МВД и встреча с ветеранами Афганистана. В советское время, Советский Союз, мы в то время уже
Я, допустим, была студентом, и это, конечно, я видела там по телевизору, по радио слышала, что вот наши войска, которые там выполняли боевые задачи, уже полностью уводятся, потому что там начинается мирная жизнь. В рамках мероприятий, тем более у нас скоро уже 23 февраля, День защитника Отечества, здесь откроется выставка музея Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Сегодня у жителей и гостей столицы есть последний шанс посетить юбилейную 10-ю выставку кузнецов Якутии «Эндархан-УЗ». Торжественно в рамках двухдневной выставки продажи проводится конкурс ведущих мастеров-изготовителей якутского ножа. Так, в первый день члены жюри выбрали победителей в номинациях «Лучший кухонный нож» и «Лучшая художественная композиция». А сегодня выберут третьего победителя в номинации «Лучший охотничий нож». Всего на выставке «Эндархан-УЗ» принимают участие 60 мастеров своего дела из 16 районов республики и города Якутска. И еще до появления здешних земель русских наши предки уже занимались этим кузнечным ремеслом. И сейчас в данное время мы после Советского Союза, получается, мы восстановили это ремесло, дело, и сейчас в данное время работаем. И как бы весьма удачно. Отправляли в Канаду, у них есть районы, как Виннипег, да, Манитоба, кажется, и коренные жители, рыбаки, они тоже заказывают по своему стилю. Позаботиться одновременно о своем здоровье и красоте предлагает санаторий-профилакторий «Кедр». С 2018 года здесь ввели новые услуги и приобрели новые аппараты. Какие процедуры предлагают в санатории, узнавала Марина Крутихина. Санаторий-профилакторий «Кедр» ежегодно пополняется новыми аппаратами. 2018 не стал исключением. Обновили оборудование в физиокабинете. Много аппаратов появилось для лечения лор-патологий – гайморита, синусита, танзелита. Для пациентов с проблемами тугоухости появился аппарат «Аудитон». Во всем Ленском районе такой есть только в «Кедре». Это комплексный аппарат, который включает в себя магнитотерапию, электротоки и красного света. Это действие мы еще усиливаем с помощью лекарственных препаратов, которые тоже с помощью этого аудиотона проникают прямо в среднее ухо. И эффект уже достаточно хороший, мы заметили у своих пациентов. Уменьшился шум у многих пациентов. И некоторые пациенты даже заметили, что у них слух стал получше. В 2018-м «Кедр» взял курс на новые услуги – косметические. Гиалурон, шоколадное обертывание, маска для рук и многое другое. Врачи говорят, результат виден уже после нескольких процедур. На 5-ю, на 6-ю процедурочку уже видно, что даже кожа становится такая эластичная, и она подтянутая. Да, очень хорошая процедурка. Человек, попавший в беду, нуждается в помощи. Она должна быть своевременной и качественной. В «Кедре» опыт такой работы есть. Кабинет лечебной физкультуры уже поставил на ноги несколько десятков пациентов, перенесших инсульт и операции. И это результат. Менее 2 месяцев назад мне была проведена операция по эндопротезированию левого тазобедренного сустава и назначен курс реабилитации с обязательным прохождением курса ЛФК. Здесь, в санатории «Кедр», благодаря грамотно подобранным упражнениям, я за 3 недели уже практически не пользуюсь костылями, хотя пришел сюда на 2 костылях. Прийти в «Кедр» можно с любым направлением врача. Чтобы попасть на процедуры, покупать целый курс лечения не придется. Любая услуга предоставляется отдельно. Своевременная профилактика заболеваний – лучший способ сохранить здоровье. Тоже можно сказать и о красоте. Остается только найти время для себя. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Каждый родитель хочет знать, чем занимается его ребенок в детском саду. Показать жизнь дошкольных учреждений изнутри решили в детских садах Айхала. Альбина Шарафединова подробнее. Дети и воспитатели одного из айхальских детских садов в ярких национальных костюмах играют в ручеек. Подвижная игра популярна среди ребят. Однако сегодня за игрой наблюдают гости – родители воспитанников детского сада. В дошкольных учреждениях Айхала прошли дни открытых дверей.
Мы хотели показать и рассказать, что наш детский сад многонациональный, что здесь очень много и деточек у нас, и сотрудников, и, соответственно, родителей разных наций. Живем мы в поселке Айхал, Якутии, но все мы единая страна Россия. Поэтому здесь, видя выставки руками родителей, руками детей, что все национальное. И вот уже в игру «Ручеек» ребята вовлекают родителей, поют и танцуют. В другом кабинете воспитанники помладше показывают гостям, как ловко справляются с интерактивной доской. Один за другим наряжают матрешек, угадывают музыкальные инструменты. Организовали в саду и ярмарку национальной кухни. Родители вместе с детьми подготовили самые разные блюда. Чуть позже лакомства презентовали гостям и предложили угоститься. Наши дети участвуют во всех конкурсах, и родители решили участвовать в этом конкурсе. День открытых многонациональных народов. Мы участвуем про своих национальных блюд. Мы приготовили бугурсак, катык, как с укропом, и готовили хлеб наш национальный, там, сами понимаете, по-другому там делается, и чак-чак. Несколько дней двери айхальских детских садов были открыты для всех желающих. Гости также смогли, например, продегустировать кислородные коктейли вместе с детьми. Таким образом, в дошкольных учреждениях укрепляют иммунную систему детей. Провели для родителей и детей и физкультурные пятиминутки. Физкультурное занятие – это залог здоровья. И это самое главное – именно формировать у детей здоровый образ жизни. Поэтому наши дети сегодня были очень активны, им все понравилось. Они хорошо выполняли упражнения, старались вместе с родителями. Для всех желающих провели и экскурсии по детским садам. Смогли родители поучаствовать и в мастер-классах. Педагоги рассказали о всех тонкостях воспитания ребенка, как правильно играть с детьми, как с пользой проводить время. Все понравилось. Мы с самого утра. В младшей группе у нас было цирковое представление, игры. В старшей группе у нас была пластилинография. Мы вместе с детьми лепили. Потом и чаепитие было. В общем, все хорошо. Дни открытых дверей позволили родителям увидеть один день из жизни детского сада, понаблюдать за детьми, увидеть подход каждого воспитателя к обучению детей. Получили родители и ответы на интересующие вопросы, ушли с новыми знаниями. Альбина Шарафетдинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». К этому часу вся информация, еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.